один рейс. Приволокли. Вспотел. Поблизости вообще нету сухих дров. Везде все. Перестоялые уже все повалились. И нигде нету. Здесь вот поблизости есть сухостои, но это слишком они сучьями и небольшие. И когда сучьям, он тоже долго горит, там угли всегда остаются. Желательно на дрова надо, чтобы без сучьев был. Но эти тоже сучья, но вроде и прямослойный будет колоться. Сейчас я еще схожу один рейс, съезжу. И в принципе на сегодня это уже я весной буду доделывать. Как бы спилю на чурки, уберу отсюда под навес или же еще кладовку себе небольшой запас делаю, потому что, ребята, дрова у меня есть. Можно отсюда спилить, можно там под навесом. Еще оставляю. Но и для себя стратегический запас также делаю вот в кладовку под замок. Уже я, чтобы знал, что у меня есть сухие дрова. Бывает там придешь, а там некоторые рыбаки, колящики приезжают на готовых дровах и живут. Сами ничего не делают. Истратили дрова и уехали дальше. В таких случаях, чтобы у меня какой-то запас был. Бывало, где-то вдалеке там делал поленницы. Всякое бывало. Бывало и когда охотился на другой реке, это Нюшера 80 километров, избушка у меня была. Там я делал в лесу, в тайге, в стороне от избы, где-то, ну не знаю, по метражу сколько метров, ну, метров 300-400, на стороне я делал отдельный амбар, на одной ноге стоял. Как-то у меня поход был, ходили туда, я снимал, но я не знаю, что случилось. Бывает там нога сгниет, развалится амбар. А там как будто после бомбежки ничего не осталось. Как будто разобрали. Вот это для меня небольшое, вот как-то не могу я понять, почему так случилось. Вот такие дела. Так что, охотники, рыбаки, не надо халявить. Возите с собой топор, пилу, заготавливайте дрова сами. На ночлег в избушках у нас в Нишере, в нашей стороне, на ночлег всегда охотники дрова оставляют. Так было и будет. А вот те, которые вот бывает целая поленница, дров стоит и все до щепотки там истратят, это нехорошо, одним словом. Так, ладно, сейчас я езжу еще второй рейс привезу и сходим на рыбалку. Далеко идти сегодня не буду. Начну, вот к речке спущусь и начну подряд бурить. В прошлый раз в одну сторону верховья поднимался, сегодня я вниз схожу. Посмотрим, какая рыбалка будет. Вчерашняя рыбалка также мне не понравилась. Вообще рыба не брала. Тулана я немножко, чуть-чуть не пойму. Вот. Бывают такие моменты, что подходит. Не проще, чтобы подходил, и все равно подходит. Бывает так, что бесполезно его звать. Хрен подойдет. Хитрается.
Ну вот, все. Фу. Подостыть надо, спотел ужасно. Так, надо подостыть. Так, как-то писали мне насчет антенны. Антенна, ребята, у меня как избушку поставил, сразу тоже антенна снизу сгнила и сейчас покороче стала. А так-то антенна у меня стоит на радио. Так что это не помогает антенна. Я не знаю, вот почему, но только китаёзы, иномарки какие-то вот ловят еще. Российские волны не ловят. Снег вообще, как мы видим, потому что когда я скидывал снег, там больше было, а сейчас он вообще тает потихоньку. Фу. Так. Короче, все разделся, футболка, все сырое. Аппетит проявился, сейчас немножко покушаем. Время 8 часов 41 минута. Пока футболка сохнет, наверное, я немножко с потолком поработаю. Потолок дальше буду доделывать. А потом уже на рыбалку в последнюю очередь. У меня одежда вся сырая. Вчера не сказал, какой суп сварил, но вы, надеюсь, догадались. Ничего не изменилось. Как и в предыдущих фильмах. То же самое. Ну, не стал уже показывать, как я готовлю. Половину сковороды, наверное, ну, меньше половины. Вот такая картошка вчера была.
еще ужинал картошкой. Сперва суп съел, потом картошку. Долго не мог заснуть. Потом... Но не мог заснуть, потому что матрас очень холодный, как ледяной матрас. Потом бушлат постелил. Вот тогда уже стало теплее, и я смог заснуть. Ночью просыпался, я еще подкинул дрова. Дровишки подкинул, и... Ну, у меня почти всю ночь печка горела. Не всю ночь, я потом заснул. Но в 12 часов я еще дровишки подкинул. Две полена на крупных. Вот. Ладно, сейчас я буду есть и отдыхать, и дальше работать.